нашей республике хоккея много не бывает. Меня зовут Ирина Макаренко. Вы смотрите «Хоккей-24 Башкортостан». Сегодня в выпуске догонялки флагмана башкирского хоккея с Магнитогорским клубом. Чем закончится упорное противостояние, не могут предсказать даже специалисты. Ледяные глыбы надвигаются. Нефтекамский «Торос» начал битву за братину с победы. Юлаевская молодежка только начинает борьбу в кубковом раунде, а ее младший брат Батыр уже преодолел первый тур плей-офф МХЛ. Главная хоккейная команда республики всерьез заинтриговала своих болельщиков. Похоже, уфимский Салават Юлаев решил сыграть с «Металлургом» в догонялке. Счет в серии вновь сравнялся 3-3. Кто из принципиальных соперников продолжит борьбу за Кубок Гагарина, решится уже завтра. Уфимская дружина на прошедшей неделе провела с магнитогорцами 3 встречи. Все игры получились по-настоящему валидольными. Третий и четвертый матчи раунда состоялись на домашнем льду. В третьем матче 1/4 финала «Востока» уфимцы переиграли магнитогорцев 4-1. На последней минуте первого периода юлаевцы пропустили. Но уже во второй 20-минутке Никита Филатов сравнял счет, а Анти Пильстром вывел команду вперед. В заключительном игровом отрезке успех товарищей по команде повторил Панков. Ну, главное, победили. Довольно уверенно победили. И несмотря на то, что первыми пропустили гол, стали продолжать играть в хоккей. И я думаю, это и придало какую-то, может, уверенность и результат в итоге. Поддерживали темп хорошо. Все 4 звена, я думаю, создавали моменты. Сзади чистенько играли. И, то есть, наверное, просто, может быть, где-то даже перебегали, я думаю. Но уже в следующем матче Столивары сумели сравнять счет в серии. К началу финального игрового отрезка дружина Владимира Юрзинова вела 2-0. Но на 42-й минуте гости сумели отквитать одну шайбу, а потом и вовсе сравнять счет. Победную шайбу во владении Ира Тарки забросил Цукарелло за 4 секунды до конца основного времени. Ну, пропустили слишком много шайб, разочаровывающий итог. Третий период, конечно, недопустимо так играть. Нам нужно исправляться, нужно работать над ошибками. Серия отправилась в Магнитогорск, где юлаевцы позволили «Металлургу» вырваться вперед. Впрочем, счет уфимцы сравняли уже в 6-м матче кубкового раунда на домашнем льду. 3-3. Теперь все решится в заключительной встрече географических соседей. Уже завтра мы узнаем, продолжит ли Салават Юлаев борьбу за Кубок Гагарина. Впрочем, настрой у команды действительно боевой. Как говорится, плей-офф выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть. Ну, это ребята решили, вот сделали майки, то что... Все-таки это у нас битва, сражение, и сзади тоже еще есть. Так что готовимся, он и жену, оказывается, он нас тоже вперед гонит, там плакат повесить. Болельщики не оставляют свою команду, несмотря ни на что. Поклонники башкирского хоккея, как и положено, верят в победу родного клуба. Чемпион! Ну, конечно же, мы их победим. Тут даже гадалки не ходи. Жалко, что мы это не сделали на предыдущей игре. Ничего, еще раз съездим к ним в гости. Салават чемпион! Салават чемпион! Откровенно, если смотреть на силу команды в этом году и силу соперников, первые должны выиграть. Салават чемпион! Салават чемпион! Мне кажется, они сегодня выиграют, потому что они у нас молодцы и они будут стараться. Салават чемпион! Нефтекамский «Торос» подошел к плей-офф на 3-й строчке турнирной таблицы. Первым соперником ледяных глыб стал Костынг «Торпедо». Команды уже сыграли 2 матча, счет в серии 2-0 в пользу нефтекамцев. На прошедшей неделе нам удалось побывать на тренировке башкирской команды. Игроки поделились своими планами и даже открыли несколько секретов. Никит, здравствуй. Расскажи, как настраиваешься на игру обычно? Здрасте. Ну, во-первых, нужен отдых, настрой на игру. Нас после утренней раскатки всех уводят за город на базу, на хоккейную, где нам ничего не мешает отдыхать, готовиться к игре, настраиваться на нее. Что можешь сказать о своей команде?
У нас очень хороший дружный коллектив собрался. Все поддерживают друг друга. Нет никаких злых отношений в команде, скажем так. Все поддерживают. Каждый может с каждым пообщаться на любую тему. Какая атмосфера царит в коллективе? Какой настрой у «Ледяных глыб» на кубковую серию? Только победа, разумеется. Будем выходить и биться в каждом матче. На твой взгляд, какая была самая интересная игра в регулярке? Самое интересное, это был наш первый матч открытия сезона против Рубина, когда мы их дома обыграли в дополнительное время. И та же игра против них, только у них в гостях на выезде, где мы их также обыграли в дополнительное время. Скажи, что ждать болельщикам от плей-офф? Ждать борьбы, потому что команды все более-менее ровные в этом сезоне. Любая команда достойна, поэтому будем биться с каждой командой, ждать от нас полной самоотдачи. Расскажи, чем обычно занимаешься вне льда? Как проводишь свободное от хоккея время? Большую часть провожу время дома, отдыхаю. Часто ходим с друзьями в кино, в какое-нибудь кафе покушать. Что можешь пожелать болельщикам? Пожелание болельщикам только одно. Приходите на наши игры плей-офф, поддержите нас, мы вас не разочаруем. Спасибо за интересную беседу, удачи! Таросовцы сейчас готовятся к третьему матчу Кубка Братины. Сами спортсмены отмечают, что на сегодняшний день команда находится в оптимальной форме. В этом году чемпионат сложный очень, команды все потянулись, поэтому старт не совсем удался у нас. А потом уже более-менее игра наладилась. Сейчас считаю, что к плей-оффу уже команда подошла в оптимальное состояние. Но опять же все зависит от настроя будет основном. Впрочем, на дополнительной тренировке Тароса нам удалось увидеть самую главную группу поддержки игроков нефтекамской дружины. Несмотря на усиленные тренировки, во время плей-офф «Ледяные глыбы» находят время и на общение со своей семьей. Мой сын, Женька, вышли покататься, ему очень нравится. Поэтому, наверное, сегодня это у него лучше будет воспоминание о сегодняшнем дне. А кем хочешь стать, когда вырастешь? Хоккеистом. Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. Да, мы с дочкой пришли позаниматься. Ребята дополнительные занятия делают. Василиса, моя старшая дочка. Учится кататься на коньках, хочет быть как папа. Скажи, тебе нравится на коньках кататься? Да. А часто кататься? Нет. Уфимская молодежная команда закончила регулярный чемпионат МХЛ. К розыгрышу Кубка Харламова толпаровцы подошли на 7-й строчке турнирной таблицы. А вот младший брат юлаевской молодежки нефтекамский «Батыр» уже завершил первый раунд кубковой серии и вышел в 1/4 финала первенства. Первым соперником в плей-офф для батыров стала красноярская дружина. Серия закончилась в пользу нефтекамской команды. Заключительный матч подопечные Константина Полозова провели на домашнем льду. Встреча закончилась разгромным поражением красноярских рысей 6-2. Триумфаторами дня стали напарники по звену Александр Степаненко и Андрей Харламов. Степаненко отметился шайбой и 3 результативными передачами. К слову, 87-й номер «Батыра» является лучшим бомбардиром первенства МХЛ. Да эмоции как, хорошо, что вышли, радостные все. Надо сейчас дальше, это еще только начало. Большинство, конечно, не получалось у нас всю игру. Где-то там неточные передачи, ошибки. В втором периоде плохо, пропустили 2 шайбы, потом отыгрались в третьем. Третий самый ключевой оказался. Реализовали большинство, наконец, забили. Все. А капитан команды Андрей Харламов свой день рождения отпраздновал хэт-триком в заключительном матче 1/8 финала. Здравствуй. Для вашей команды не так давно закончилась регулярка. Как можешь оценить ее итоги? Выступили не очень хорошо, хотели занять место повыше. Соперники в плей-офф попались тоже сильные, поэтому пока справляемся. Тур закончился победой в серии. Как оцениваешь 1/8 финала? Лично для меня долго раскачивался, не мог набрать очки в первых 2 матчах. А команда при этом забивала, то есть спасала матчи, вытаскивала. Интересные игры были, веселые. И выигрывали с крупными счетами, и проигрывали зачем-то по буллиту, непонятно для чего. Интересная серия получилась. Я думаю, это плей-офф, все зависит от настроя. Может быть, красноярские рыси выходили с плохим настроем, когда мы их выиграли 11-0, а может быть, мы слишком сильно напрягались для этого, делали все возможное.
Поэтому, думаю, это все плохо. В сегодняшнем матче ты оформил хет-трик. Поздравляем тебя с этим. Как можешь прокомментировать? Ну, Саня Степаненко мне очень сильно сегодня помог. Все 3 гола моих с его передачи сделал. Поэтому спасибо партнерам. Поздравлял с днем рождения. Расскажи, как обычно настраиваешься на игру? Ну, сложно ответить, думаю, на этот вопрос. То есть никаких примет, в принципе, нет, не верю в это. Как бы в себя тоже не ухожу. Даже не знаю, как ответить на вопрос. Как обычно. Планируете ли с командой отмечать победу в туре? Нет, потому что как бы уже однажды наступали на такие грабли в прошлом году, эта команда. И как бы проиграли в полуфинальной серии и не попали в финал. Поэтому в этом году такого не повторится. Как можешь охарактеризовать свою команду? Что можешь сказать о коллегах? Очень классная команда. Это лучшая команда, в которой как бы я играл за свою жизнь. А поиграл я уже в 4 клубах, получается, во взрослых. Ну, по молодежным лигам, как бы. В других странах даже поиграл. Ну, сейчас у тебя есть возможность сказать что-то болельщикам. Ну, большое спасибо за поддержку. Начало ходить побольше народу, чем в регулярке. Спасибо, что поздравили с днем рождения, все очень тепло приняли. Пусть приходят на наши игры, ждут, когда мы будем в финал, выиграть будем. Всю неделю вы присылали нам свои видеообращения к командам и игрокам башкирских клубов. Мы отобрали лучшие. К слову, по многочисленным просьбам мы не останавливаем конкурс. Вы по-прежнему можете присылать свои видеооткрытки хоккеистам Салавата Юлаева, Тароса, Талпара или Батыра. Лучшие обязательно появятся в эфире нашей программы. Наша любимая команда Салават Юлаев. Мечта одна у нас на всех, чтобы у команды был успех. Желаем духа крепкого и смелости в игре. Ведь трус не играет в хоккей. Мы верим в команду и вместе мы победим! Совсем недавно я решил сходить на домашние игры хоккейной команды «Батыр». Я была в восторге. Это неописуемый всплеск эмоций. Я желаю хоккейной команде «Батыр» успехов, удачи, еще больше побед и дальнейшего процветания. Ребята, вы молодцы. Знаете, мы гордимся вами. Продолжайте в том же духе. Хочу обратиться к Виталию Прошкину, прежде всего как капитану команды. Виталий Васильевич, очень хочется пожелать вам пропитаться той верой, которая объединяет всех болельщиков Салавата Юлаева. И пусть никакие силы не остановят вас на пути к вашей цели. Если нет сил, держи ворота. Если осталась секунда, держи ворота. Помни, мы верим в тебя и любим тебя. И навсегда запомни, ты звезда хоккея! На этом все в прошедшей хоккейной неделе. Увидимся в следующий понедельник в это же время на канале «Россия-24 Башкортостан».